Если учесть, что каждый месяц к системе ГТО присоединяются десятки жителей Коми во всех городах и районах, то у спортсменов должен быть особый интерес к этому комплексу. Узнать, на блеск какого металла оцениваются их умения и навыки. В Сыктывкаре только что прошел региональный этап летнего фестиваля ГТО. Кто боролся за победу и что она даст, кроме морального удовлетворения, знает Татьяна Шульдякова, руководитель регионального оператора ГТО. Татьяна, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для кого и для чего проводился этот фестиваль? Фестиваль проводится в рамках пропаганды здорового образа жизни, спорта, ну и самого комплекса ГТО. Комплекс ГТО направлен на оценку всестороннего физического развития личности. И в рамках фестиваля будут отобраны наши дети для участия во всероссийском этапе комплекса ГТО. То есть это получается как-то сезонно? Вот, если да, у нас в республике проходит два фестиваля: летний и зимний, среди всех категорий населения. То есть летний среди детей, летний среди взрослого населения и летний среди ветеранов. И также такие же фестивали зимние. А также проходит фестиваль среди семейных команд. А сейчас в каких дисциплинах соревновались ГТОшники и что оказалось самым сложным? В этот раз было очень много дисциплин. 4 дня проходил фестиваль. В первый день все проплыли, показали свои способности в плавании. Второй день это был кросс на короткие дистанции, а также метание мяча. Третий день это стрельба и длинные дистанции. Бег на длинные дистанции. И четвертый это силовые и зальные виды спорта. Самым сложным, как всегда, остается силовая нагрузка. Силовые виды спорта. Это отжимания, подтягивания. Но они уже у нас поддаются лучше. У нас результаты растут. Дети готовятся, взрослые готовятся целенаправленно для выполнения комплекса ГТО. Потому что это особая методика, техника. Молодцы. Какой все-таки приз ждет? Это вот попадание на всероссийский, да, конкурс? Да, это попадание на всероссийский этап в лагерь «Артек», где дети будут защищать честь нашей республики. Наша съемочная группа побывала на открытии фестиваля и убедилась, эмоции ГТО дарит яркие. Для меня было трепетно то, что люди искусства, люди, так сказать, профессии, той, от которой зависит вся информационная составляющая в республике Коми, будут сдавать ГТО. Но и я думал, что люди там, естественно, занимаются спортом. Вот. Но когда мы столкнулись с действительностью, то оказалось, что люди настолько заряжены именно задачей и целью сдать, я потом уже не сомневался. Очень приятно, и приятно вдвойне, особенно за свою команду, которые тоже сегодня получили свои заслуженные знаки. Конечно, знак ГТО это дает возможность потом дальше человеку немножко по-другому мыслить. Вот. И по-здоровому мыслить, я бы сказал. Уже мыслить с точки зрения физической культуры и спорта. Открытие было праздничным и за счет того, что вручали знаки тем, кто отличился. Да, вы знаете, у нас было 6 участников реалити-шоу. Это замечательные, прекрасные люди. Очень приятно было с ними работать. И особенно было приятно их видеть на награждении. Мы пригласили очень важных гостей для награждения. И сегодня хотелось бы вручить награду Катерине, которая не пришла. Не смогла. Это вот такое вот замечательное, красивое удостоверение с номером. Да, теперь можно определить, что вы действительно являетесь золотозначкистом. То есть до перехода на следующую ступень я могу прям
Да. Показывайте. И вручаю вот такой золотой знак. Мне особенно приятно, потому что я наблюдала ВКонтакте, как вы тренировались и как это вам нелегко давалось. Вы молодец, умница. Я вами горжусь, и гордится вся республика. Спасибо Катя, большое. И я вами горжусь, Екатерина. Потому что мне приятно, что у меня сведущая получила золотой знак. Носи, не снимай. Спасибо большое. Сколько часов тренировок, минут радости и даже отчаяния пережила. Ух! Но в нашей юргановской команде царил самый настоящий братский дух. Предлагаю вспомнить самые яркие моменты телепроекта «Готов к труду и обороне». И последняя прямая. Саша! Александр! В этой гонке у нас будет победа! Ура! Весь пьедестал, давайте! Впервые в истории мировой лыжни! Все-таки хотелось бы знать, как развивается это движение в нашем регионе. У нас очень хорошие показатели в регионе. За 3 года мы находимся на 17-м месте среди 85 регионов России. Да, население активно принимает участие, хотя можно и активнее. Хочу поблагодарить отдельно всех, кто внедряет ГТО, всех организаторов, всех-всех-всех, потому что это на самом деле не только почетное, не очень сложное задание, но мы с ним справляемся очень хорошо. Спасибо, Татьяна.